2014 году, это был юбилейный год, посвященный преподобному Сергию Радонежскому, у инициативной группы во главе с тогдашним генеральным директором Первого телевизионного канала Евразии Сергеем Киселевым созрела мысль построить на окраине Алматы, высоко в горах, в местечке Баганашил, православный храм. В самом начале строительства нам удалось получить письменное благословение предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Кирилла, который начертал своей рукой прямо на архитектурном проекте слова напутствия и доброго пожелания строителям, осуществляющим это важное начинание. В течение года шли подготовительные работы, и в 2015 году мы заложили здесь новый храм. Осветить его решили в честь благоверного равноапостольного князя Владимира, потому что 2015 год был юбилейным годом, посвященным уже князю Владимиру, тысячелетие со дня представления князя Владимира. Правый предел нашего храма освящен в честь преподобного Сергия Радонежского, а левый в честь преподобного Геннадия Костромского, подвижника XVI века. Архитектор храма – алматинец Александр Матула, совершенно замечательный архитектор, который перед тем, как взялся за проект нашего храма, никогда церквей не строил. Но к своей задаче он подошел с таким великим чувством ответственности. И проект, конечно, ему удался. Нужно сказать, что после того, как мы храм осветили, наш архитектор в нем и покрестился. Наверное, получилось так, что творение оказало какое-то влияние на самого Творца. Храм построен в стилистике псковской архитектуры XIV-XV века. Он вписан в горную местность окраины Алматы. Он очень высоко над уровнем моря находится, более 1000 метров над уровнем моря его высота. В храме заложено несколько идейных смыслов. Один из них, он служит символом единства 3 народов – России, Украины и Белоруссии, потому что все эти народы вышли из Киевской крещальной купели святого равноапостольного князя Владимира. Храм, как воин, охраняет границы, мир и спокойствие народа Казахстана. Строительство осуществлялось с 15 по 21 год. В декабре 21 года он был торжественно освящен владыкой-митрополитом казахстанским Александром. Еще следует отметить, что